Немного о приятном. Актриса нашего театра драмы имени Виктора Савина Светлана Малькова стала первой в номинации «Песня Клавдии Шульженко» на всероссийском конкурсе актерской песни имени Шульженко. Гала-концерт конкурса состоялся на днях на сцене Челябинского театра драмы имени Орлова, и нам удалось пообщаться с ней по этому поводу. Светлана, примите наши поздравления в победе и в конкурсе. Вы ведь не эстрадная певица, а драматическая актриса. Насколько помогает вам ваш голос в работе? Вообще, там, где я побывала, я поразилась. Люди-то ведь приезжают с образованием музыкальным. Многие заканчивают консерваторию. А я драматическая актриса. И, конечно, нам преподавали уроки вокала. У меня потрясающий педагог, который со мной еще занимался в пору, когда училась в педучилище имени Ивана Куратова, Елена Александровна Вязова. И сейчас она работает в нашем театре. И ее уроки нам всем очень-очень помогают. Мне по сей день. Но вообще конкурс, в котором я побывала, он не требовал только музыкального мастерства, он требовал больше глубины, сердце требовал. То, как ты проживаешь свою песню. И песни, которые я выбрала, они мне очень помогли показать все содержание, все нутро, так сказать, вывалить наружу, выставить наружу. То, о чем я переживаю, то, что во мне болит, показать всем членам жюри. То есть, получается, все-таки помогает в работе вообще режиссеры пользуются умением и талантом? Режиссеры, конечно, безусловно, пользуются тем, что в тебе заложено от природы, тем, что в тебе болит, и тем, что в тебе просто существует, чем ты наполнен. Они вот только дают правильное направление, и дальше уже ты идешь за ними, ты им веришь, и все, что природой в тебе заложено, оно уже, вот как, знаете, как дерево ветви свои откидывает, то же самое происходит и с артистом. По капле, по листочку, по цветочку, и ты вот всю гамму, весь спектр выдаешь зрителю уже в ансамбле. А когда ты исполняешь один, ты это делаешь один. Насколько вам нравится вот со сцены театра петь? Или, может быть, все-таки выражать характер, мысли героя проще все-таки через слова? Нет, я безумно люблю петь. Это я лишний раз в этом убедилась, побывав на этом конкурсе. Как, оказывается, мне нравится петь, как ты находишь тот отклик среди зрителей. Вы знаете, есть замечательный фильм «Аватар». И вот это единение зрителя с артистом, когда происходит вот это созвучие, это сцепление, его, ничем не заменить. И чаще всего, когда ты исполняешь, это сцепление происходит, когда ты актерски поешь песню. Не просто выпиваешь красивую мелодию, которую композитор задал, а когда ты проживаешь в этой песне, когда есть глубина, есть текст. В общем-то, мы и материал-то выбираем такой, который нас цепляет. Соответственно, если нас, то и зрителя он обязательно возьмет за душу в том числе. Что ж, спасибо. И, Светлана, хотим попросить вас что-нибудь исполнить для нас и для наших телезрителей. Из того, что везла на конкурс, я возила две песни. Первая – это баллада «Литовском полицае», которую написал Леонид Филатов. Но песня-победитель в этом случае, в том конкурсе оказалась «Три вальса». «Три вальса», который исполняла Клавдия Шульженко. Я ее обожаю. И впервые, когда у нас был показан конкурс, посвященный Александру Трибергорну, я взяла первое место в республике именно с этой песней. С этой песней я и поехала. Но вообще поехала с разведкой. Оказалось, на удачу. Помню первый студенческий бал, светлый праздничный актовый зал. Помню голос такой молодой. Первый вальс ты танцуешь со мной. Что? Да. Что? Нет. В Сокольниках. Как для кого? В театр? Иногда. С подругой. Нет, ничего. Что? Да. Что? Нет. С мамой. Два брата-студента. Угадайте. Не люблю комплименты. Не говорите такие слова. Я ведь могу рассердиться. Ах, как кружится голова. Как голова кружится. Вот с этой песней поехала. Я сейчас немножко наврала по тексту, но бог с ним. Я волновалась. Спасибо.